В мастерских Уфимского театра кукол началась подготовка к новогодней премьере «История одной снежинки». Художники и конструкторы готовят около десятка новых марионеток, а закройщики уже приступили к созданию костюмов для актеров. За работой бутафоров наблюдал наш корреспондент. Когда-то из папье-маше делали доспехи для китайских воинов. Теперь оно служит куда более мирным целям. Например, это наиболее доступный и легкий в обработке материал для изготовления кукол. Но это не значит, что процесс создания марионеток не требует долгого и кропотливого труда. На первый взгляд, это простая голова из папье-маше, но делается она 4 дня. Еще 5-6 дней уйдет на ее доводку. Нужно будет ее ошкурить и окрасить. А потом ее уже отдадут мастеру-кукольнику, который закончит всю работу. Пока ведутся работы над головой куклы, художник-оформитель тоже не сидит без дела. В случае со спектаклем «История одной снежинки» ему надо успеть создать туловище для главного героя, мальчика Морозца, или второстепенных персонажей. Они здесь, конечно, похожи, но вот единственное отличие может быть в этих местах. Там в голове может быть там механизм другой. Так что еще? Ну, пока все, наверное. А уже потом голову подгоняет под тело. Приходится учитывать и пожелания актеров. У каждого свои предпочтения. Вот если им подходит, как бы я оставляю так, как есть. Если что-то не устраивает, я прислушиваюсь к их мнению, стараюсь как бы угодить, скажем так. Безусловно, создание куклы – процесс творческий. Но без системы тут все равно не обойдешься. Сначала режиссер и драматург придумывает образ персонажей. Художник-постановщик воплощает их видение на бумаге, после чего конструктор рисует чертежи, и только потом бутафоры приступает к работе. Вот написала Артемчук, какой день у нас там расписание висит, чем мы занимаемся. Никакого простое. Мы не курим, перекуров у нас нет. Вот это правильно. Обедали, быстро заработали, в субботу выходим. Финальный этап подготовки к дебюту на сцене куклы проходят в цехе закройщиков. Там для них шьют нарядные одежды. Сейчас бутафор выбирает ткани, одевать-то пока некого. Но в истории одной снежинки будут задействованы и актеры в масках. Для них костюмы уже почти готовы. Весело, интересно. Да. Сразу все в угол. Новые эти материалы. Вчера звезды, потом сосульки, куклы. Один одно, другое. Третий. В таком темпе художники и бутафоры работают на протяжении почти всего сезона. У Уфимского театра кукол в год по 4 премьеры. И для каждой надо создать десяток новых героев. Так что объемы работ можете представить сами. Норман Скалькис, Азамат Ахмадишин, Россия, Культура, Башкортостан.